Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами продолжаем уроки, касающиеся поминания Всевышнего Аллаха, уроки зикра. Именно мы с вами разбираем уроки дуа. И тема прошлой лекции: мы с вами учились правильно обращаться к Аллаху. И мы с вами говорили, что особое место, особо важное место в дуа занимает правильное обращение к Аллаху. И это обычно, мы с вами говорили, и в наших отношениях, когда дома муж обращается к жене правильно, то результат может быть абсолютно другим. Можно на жену накричать, наорать, там приказы дать: ты должна делать то-то, то-то. Можно хадисы приводить, да? А можно просто улыбнуться и по-человечески, с уважением, с любовью попросить о чем-то. И, конечно, результат будет абсолютно другим. И когда рабы обращаются к Аллаху, очень важно правильно обратиться к Нему. И самый первый метод, самое первое правило, мы с вами говорили о том, как обращаться к Аллаху посредством Его прекраснейших имен. У Аллаха есть 99 имен, которые нам известны, и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас обращаться к Аллаху даже теми именами, которых мы не знаем. Так ведь есть хадис, где мольба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И нужно научиться использовать те имена и те атрибуты Всевышнего, которые касаются, может быть, нашей просьбы, нашей проблемы. Да? Если мы ищем милости Аллаха, то мы можем использовать Его имена Ар-Рахман, Ар-Рахим, именно те имена, которые указывают на Его милость. Если мы просим у Аллаха ризк, удел, богатство, имущество, то мы можем обратиться, использовать имя Аллаха Ар-Раззак. Ар-Раззак, то есть тот, который каждый раз дает нам, постоянно дает нам наше удел. Поэтому мы можем сказать: Аллахумма рзукни, например, ва анта ар-Раззак, например. О Аллах, дай мне ризк, ибо ты тот, который дает ризк. Если мы ищем прощения Аллаха, нужно вспомнить Его имя. Он прощающий. И поэтому, когда мы просим у Аллаха, даже сунна пророка учит нас не просто просить, а требовать, да? То есть проявлять настойчивость, потому что у нас нет других вариантов. У нас нет другого Господа, который мог бы дать нам ризк, помимо риска Всевышнего Аллаха. Поэтому нужно быть настойчивым. Если мы хотим, чтобы Аллах простил нас, мы можем сказать: «О Аллах, прости нас, ибо Ты прощающий». Если нужна помощь, скажи: «Ты тот, который помогает». Или «Анта аля кулли шайин кадир». Ты мощен над всякой вещью. Аллах всесильный. Поэтому, дорогие братья, во время дуа обязательно научитесь правильно обращаться к Аллаху и правильно использовать Его имена и атрибуты. И от этого зависит результат наших дуа. И мы с вами приводили несколько примеров, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он слышал в разные времена, он слышал, как сподвижники своими словами обращались к Аллаху и использовали те или иные имена Всевышнего Аллаха, и
посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, в ответ, когда он слышал их мольбы, он говорил, он возвал к Аллаху с его великим именем. И есть кто будет взывать к Аллаху с этим именем, Аллах обязательно ответит ему. То есть это дуа мустаджаб, который непременно Аллах которому ответит. Поэтому, то есть от этого зависит результат наших дуа. Следующий метод. Во время дуа, мы с вами говорили, мы можем вспомнить те великие благие дела, которые мы сделали когда-то, делаем сейчас вот только ради довольства Аллаха. И вспомнив эти великие свои дела, благие дела, мы можем использовать их для того, чтобы снискать довольство Аллаха и ответ на наши мольбы. И к этому призывает Коран. Мы с вами приводили аяты, где в первую очередь Аллах научил нас в первую очередь вспомнить свои благодеяния, а самое великое благодеяние – это иман. Поэтому, о Аллах, мы уверовали в Тебя. О Аллах, мы засвидетельствовали, что нет божества достойного, истинного божества, кроме Тебя. Или, например, кто-то, брат, оставил свою работу, свой офис, свой рынок, там, свой завод, оставил ради довольства Аллаха и пришел на джумга. Может быть, кто-то рискует своей работой. Может быть, кто-то потратил, не знаю, упустил много выгодных каких-то встреч, да? Но он все оставил ради Аллаха. Так пусть он об этом скажет Аллаху. Пусть Аллаху скажет это. Если он это сделал ради Аллаха, он даже может сказать: о Аллах, я пришел в твой дом только для того, чтобы совершить этот намаз. О Аллах, если я оставил, Аллах знает, что ты там оставил, да? О Аллах, если все это я оставил ради тебя, так прости мне мои грехи. Потому что, например, я, как имам, я спускаюсь со второго этажа, чтобы сделать хутбу, почитать намаз. Для меня, может быть, для имама намного проще совершить намаз. Ну, у имама, я надеюсь, свои превосходства в получении аджира. Так ведь? То есть он проводит намаз, он делает хутбу, он призывает людей к чему-то. Но для кого-то, машаллах, оставить работу, сесть в машину там, или пешком, дойти до мечети, сделать намаз, выслушать хутбу, или, например, взять тот же гусль джумга, да? Особенно вот в зимний период, мы уходим из дома, а еще солнце-то не встало. Вот для кого-то это сложно. И поэтому, если ты это сделал ради Аллаха, так скажи ему об этом. Во время поста, вот иншаллах перед нами великий месяц, благословенный месяц Рамадан. И мы собираемся с вами на Магриб. Вот первый финик окажется у нас во рту, мы сделаем ифтар. И перед ифтаром мы призываем умму, чтобы они делали дуа, потому что все устали, все проголодались, жажда. И если у тебя пересохло во рту, и если твое тело ослабло ради Аллаха и на пути Аллаха, то есть ты же оставил еду, питье, все оставил ради кого? Ради Него. Так скажи ему об этом. Скажи: о Аллах, я постился, я оставил целый день, я голодный. Все, я пришел, все это сделал ради тебя. Если это все ради только твоего довольства, Аллах, прости мне мои грехи. Скажи, что у тебя во рту пересохло, особенно вот в летний зной, да? Кто-то, может быть, на работе, кто-то там, может быть, где-то на охране стоял под солнцем, кто-то в поле работал, так ведь? И вот если у тебя все пересохло во рту, или ты ослаб, все на пути Аллаха, скажи ему об этом. И это будет причиной того, что Аллах примет твой дуа. И мы с вами привели как доказательство пример путников, да, из сынов Бану Исраиль. Когда они оказались в пещере, вот не забывайте эту историю. Это прекрасный пример
которую нам рассказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они оказались, казалось бы, в безвыходном положении, когда камни закрыли выход из пещеры. И тогда они сделали насихат друг другу. Давайте каждый пусть вспомнит что-то такое, которое вот он сделал только ради Аллаха. И что, может быть, для него было таким, может быть, непростым, да? Все трое вспомнили по одному делу. Альхамдулилля, Аллах принял их дуа. Поэтому у каждого из нас есть что-то такое. Кого-то Аллах испытал, может быть, заманчивым предложением, но это было харамное. Да? И он бисмилля оставил это. Он оставил это, потому что это было харам. Пусть она об этом скажет. Второй как раз пример, да, юноши, который, казалось бы, оказался уже все на ней, и она была под ним, она принадлежала ему, и вот в последний момент он побоялся Аллаха, оставил это. То есть он оставил грех ради Аллаха, и это было причиной того, что Аллах принял его дуа. Поэтому кто-то что-то оставил ради Аллаха. Кто-то оставил что-то сомнительное ради Аллаха. Да? Кто-то сделал что-то, машаллах, такое благое только ради Аллаха. Вот я же не говорю говорить это всем. Так ведь? Скажите это Аллаху. Скажите, расскажите об этом Аллаху. Скажите: о Аллах, если я это сделал только ради Тебя, Аллах, прими мои дуа. Или прости мои грехи. Или помоги мне в том-то, в том-то. Вот поэтому, дорогие братья, это надо, вот это то, о чем мы с вами говорим, да, вот эти примеры, эти методы, это надо использовать каждый день. Каждый день. Это должно превратиться в часть вашей жизни. Никакой пользы не будет, если вы будете сидеть тут так, удивляться этим хадисам, аятам, а потом забыть про это. И вы забудете про это, если не будете их использовать. Поэтому используйте это каждый день. Каждый дуа вспомните, что к Аллаху надо обратиться правильно. Нужно использовать правильно его имена и атрибуты. Расскажите ему то, что сделали вы только ради него. И третий пример, третий метод. Также для того, чтобы достичь своей цели, да, можно использовать дуа наших праведных братьев. В сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим огромное количество примеров, когда сподвижники, это самые лучшие члены этой уммы, прекрасно понимая, что дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, намного лучше, так ведь, и быстрее дойдет до Всевышнего, они приходили к нему и просили его, чтобы он сделал дуа за них, за их племя, за их народ, за их земли, за их сады, фрукты, за их скот, за их семьи. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не отказывал им, и он не говорил им: так ты сам спроси. Он каждого учил просить. Но когда к нему приходили сподвижники с просьбой, он не отвергал их. И он обращался по их просьбе к Аллаху. И Аллах принимал их дуа. Вот этот метод, на который указывает сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы можем использовать в жизни. И давайте приведем несколько примеров. Как, например, хадис, который передал нам Анас ибн Малик, радийаллаху ан. И этот хадис мы видим в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. Анас рассказывает, что во время джум'a, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал хутбу, в мечеть зашел бедуин. Да, может быть, он нарушил покой, нарушил правила, да, но он был бедуином. И он обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Расулаллах, халякаль маль». То есть погибло наше имущество. «Ваджа'аль гаяль», и наши семьи, наши дети, они голодные. Они голодные. «Фад'уллаха лана», сделай за нас дуа. То есть была засуха, не было дождя. И из-за засухи погибали его посевы.
То есть он посеял, он ждал, что будет урожай, и он будет кормить свою семью, и он видел, что дождя нет. И его, то, что он посадил, все погибало. Поэтому он поспешил куда? К пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он заходит к нему, он делает хутбу и говорит: «Я Расуль Аллах, погибло наше имущество». Все погибает. И наши семьи остались голодными. Сделай за нас дуа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в это время он поднял руки и обратился к Аллаху. И Анас ибн Малик говорит, когда он поднимал руки, до того, как сделать дуа, на небе мы не видели ни одного облака. Небо было абсолютно чистым. Не было даже одного облака. И я клянусь тем, чьей длани душа моя, он не опустил свои руки, пока на небе не образовались горы облаков. То есть горы туч собрались. И клянусь Аллахом, он не слез с минбара, пока мы не видели, как дождь, капли дождя уже капали с его бороды. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не спустился с минбара, пока не промок уже весь. Даже так, что с его бороды капли дождя. То есть до того, как он делал дуа, не было ни одного облака, а когда он спускался с минбара, уже все промокли. Аллах дал им что? Дождь. Вот это есть доказательство того, что сподвижники, они использовали этот метод. Они шли к пророку. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал за них дуа. И этот бедуин тоже, наверное, делал дуа. Но чей дуа лучше? Того бедуина или же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Конечно, пророк. Потому что он был самым лучшим. И поэтому они использовали его дуа. Также мы знаем историю про Абу Хурейру, радийаллаху ан. То есть это тот сподвижник, который довел до нас великое наследие, наибольшее количество хадисов, пусть Аллах будет доволен им. И Аллах испытал его через неверие и невежество его матери. И его мать, как бы он не увещевал ее, отказывалась уверовать в Аллаха, отказывалась принимать ислам. И в один из дней, когда в очередной раз Абу Хурейра увещевал ее, она не вытерпела и сказала плохие слова про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И сердце Абу Хурейры не вытерпело, и он весь в слезах прибегает к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник видит своего любимого сподвижника, тот весь в слезах плачет. Что случилось? И он рассказал ему эту историю. И он сказал, что вот его мать уже дошла до того, что вот сказала про пророка то-то, то-то, то-то. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал за нее дуа. И Аллах открыл ее сердце. Аллах открыл ее сердце. И она стала мусульманкой. Вот это тоже пример того, что Абу Хурейра прекрасно знал, что дуа пророка есть. И Аллах принял дуа нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому таких историй много, но это как бы завершение темы, да? И когда посланник Аллаха покинул эту землю, мы знаем несколько случаев, когда сподвижники подходили к близким, родным посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с такими же просьбами. То есть, когда пророка не стало, они уже не могли подойти к нему, так ведь? Потому что мы можем подойти и попросить дуа праведников, когда они живы. Когда они вот перед тобой. Или сегодня уже
технологии позволяют, даже если его рядом нет, можно ему позвонить, набрать, то есть он услышит твою просьбу, да? Этот праведник. Поэтому, когда пророка не стало, сподвижники начали обращаться к его близким. И один из них — это Аббас, родной дядя пророка ﷺ. И в Сахих аль-Бухари приходит хадис от Анаса, радийаллаху анху, что Умар ибн аль-Хаттаб, когда их настигла засуха, он пришел к Аббасу ибн Абдуль-Мутталибу и сделал дуа, сказав следующие слова: «О Аллах, инна кунна натавассалу илейка бинабийина фатускина». Воистину, до этого мы искали Твое довольство, ответ на наши дуа через нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Ты давал нам дождь. Вот пример был, да? Бедуин. «Ва инна натавассалу илейка би'амми набийина фаскина». И сегодня мы просим Тебя через дуа дяди нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и дай нам дождь. И Анас, радийаллаху анху, говорит: Аллах давал нам дождь. То есть они приходили к Аббасу, просили, чтобы Аббас, родной, любимый дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы Аллах дал им дождь. И Аллах давал им дождь. И мы знаем огромное количество примеров, когда халифы, праведные халифы, вот здесь, например, Умар ибн аль-Хаттаб, да, другие, они знали, чьи дуа принимаются. Они знали самых богобоязненных, самых лучших членов общества. И мы знаем истории, когда они выходили на истиска, на намаз, молитву и спрашивание дождя, и халиф, предводитель, вставал и говорил: где такой-то сын такого? Он просил его выйти и сделать дуа. И Аллах Тааля давал им дождь через дуа этого праведника. Поэтому это прекрасный пример, дорогие братья, пример, который мы можем использовать у себя в жизни. Да, сегодня пророка нет, Аббаса нет, и таких праведников сегодня нет. Но есть среди нас, иншаллах, богобоязненные братья, сестры, есть бабушки, дедушки, которые, может быть, ночами выстаивают намазы. Можно подойти к ним и сказать: вот, абы, бабай, у меня есть вот такая цель. Я хочу там, не знаю, построить то-то, то-то. Я хочу начать там свой бизнес. Я хочу переехать туда-туда. Или я хочу жениться, но пока не могу найти жену себе. Вот сделай ради Аллаха дуа за меня. Делай за меня дуа. Или там кто-то собирается в хадж. Ладно, сегодня, до сегодняшнего дня хадж был очень доступен, да? Поэтому было время, когда братья каждый год делали хадж или умра. А когда-то, субханаллах, для бабушек, дедушек, если кто-то, то же самое, 100 лет назад кто-то отправлялся в хадж, все понимали, что скоро он окажется, субханаллах, перед Каабой и будет часами делать дуа. Они подходили к нему и просили, чтобы и про них он не забывал во время дуа. Поэтому, машаллах, это надо использовать. Это надо использовать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем про то, как он, когда приходил в разные селения, в города, и к нему выходили самые сильные, самые такие, да, первые лица, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Абгуни бидугафаикум», а где? Приведите мне ваших слабых, ибо Аллах даст вам ризк и помощь вам сильным. Аллах даст ризк, имущество, помощь, баракат бидуафаикум, через ваших слабых. То есть через ваших слабых это как? Через их дуа, через их искренние мольбы. То есть у слабых, у нуждающихся братьев и сестер
есть своя доля в обществе. И не только слабые должны искать сильных. Вот они же обычно знают, кого просить, да? Я вот сам просто даже наблюдал, там, например, братья подходят, и стоит один там, ну, кто нуждается, да, в помощи. Братья подходят там, ну, в этих таких недорогих машинах, он к ним не подходит. А тут брат там на джипе подъехал, там, он сразу к нему: ассаляму алейкум, там, можете мне помочь? То есть они знают сильных, они знают их и по костюмам, и по машинам, да? А знают ли сильные слабых? Потому что если за сильным будут стоять слабые и их искренняя дуа за него, иншаллах, его никто не может одолеть. Поэтому, если с одной стороны мы видим, как слабые нуждаются в сильных, чтобы они помогали им, да, избавляли их от долгов, не знаю, может быть, подкидывали им помощь, то сильные, они нуждаются больше в слабых, чем слабые в сильных. Поэтому это очень важно. Дуа, искренняя дуа друг за друга. Поэтому вот очень часто, когда братья подходят, там, вот я там не могу жениться, или там у меня в семье баракат нет, я говорю: ты откуда, брат? Я вот с такого-то района, с такого-то села. Я говорю: а у тебя есть вот в мечети какой-нибудь бабай, который 5 намазов в мечети, который постоянно там зикр, тасбих, постоянно дуа делает, вот ураза, там пост держит, ну, вот такой искренний бабай есть? Есть. Я говорю: вот подойди к нему, пригласи его на чай, там, посиди с ним, да, довези его до дома, не знаю, вот попроси его, чтобы он за тебя дуа сделал. И иншаллах. И не только это касается женитьбы, любой работы, это. Поэтому вот это есть, машаллах, пример сподвижников, которые использовали этот метод. Но также надо добавить то, что здесь мы можем обращаться только к живым праведникам. Потому что когда праведник, он покидает эту землю, обращаться к могилам праведных людей, обращаться к душам, может быть, самых праведных людей, да, а к этому сунна пророка не призывает. Это тоже мы должны понимать. И, к сожалению, очень много не только людей, братьев и сестер, а очень много народов, целых народов, да, которые избирают для себя душу какого-то праведника, начинают во время джум'a, во время праздничных намазов, вместо того, чтобы обращаться к единому Аллаху, имамы начинают обращаться к каким-то душам праведников, да, называя их имена, вместо того, чтобы говорить: о Аллах, они называют там: о такой-то сын такого, да, дай нам баракат, дай нам помощь, и мы с вами, кто совершал хадж, кто совершал умру, вы, наверное, это заметили, даже в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вместо того, чтобы просто сделать салават, поприветствовать пророка, мы знаем, что вот там прямо вытаскивают такие талмуды, да, целые бумаги, и встают задом к кибле, и начинают обращаться к пророку, кидать туда письма, потому что есть студенты, они говорят, раньше, говорят, открывали могилу пророка, и мы, говорит, там чистили, ну, уборку делали, и мы прямо так письма, говорит, это вытаскивали, там один пишет: о Мухаммад, о я Расуль Аллах, пошли мне там жену праведную, я не могу жениться, там, у меня там ребенок болеет. Ну, когда был пророк жив, сподвижники все приходили к нему. Когда он покинул землю, они же к Аббасу пошли. Так ведь? Умар пошел к Аббасу, а не к могиле пророка. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал? Не превозносите меня так, как христиане превозносят Иисуса. Ибо я раб,
и его посланник. Абдуху ва расулю. Поэтому этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари. Поэтому, машаллах, вот, дорогие братья, делайте дуа за наших, именно за наших татарских ученых, которые жили здесь, и они сделали очень много для того, чтобы сохранить вот эту чистоту нашей акиды, чистоту нашего единобожия. Вот возьмите имам Аль-Марджани. Мы знаем только мечеть Марджани, да? Но очень мало мы знаем про его жизнь, про его знания, про его мудрость, про его труды. Очень мало знаем. Практически мы ничего не знаем про них, да? Но в то же время мы должны понимать, что Шихабуддин Хазрат Марджани, он, будучи в странах Азии, в той же, будучи в Бухаре, он увидел огромное количество вот этих бидагатов, новшеств. Когда, например, начался пожар, народ собирался где-то в одном месте, и вместо того, чтобы просить у Аллаха помощи, они говорили там «О, Худжа Бахауддин» там. И он удивлялся этому, и он говорил, что старушки, бабушки, дедушки моей деревни, у них акида намного здоровее, чем вот состояние этих людей. Вместо того, чтобы взывать к Аллаху, они взывали к каким-то душам умерших людей. Поэтому они писали про это. И они, альхамдулилля, берегли нашу умму, сделали все, чтобы умма не погружалась в это. Возьмите, дальше уже идем, Зия Камали, есть труды, где он говорит, что Аллах учит нас в Коране обращаться к Нему. И говорит, «Удауни астаджиб лякум». «Взывайте ко мне, я вам отвечу». Или «Ва ида са'аляка ибади анни фа инни кариб». Если рабы мои просят у тебя обо мне, скажи, я близок. Отвечу на мольбу того, кто взывает ко мне. И Зия Камали пишет, читая вот эти все аяты, зачем нам обращаться к кому-то другому, когда мы можем обращаться только к Аллаху. Или Алимджан Баруди, рахимахуллах, будучи муфтием не только Татарстана, а, машаллах, Руси, да, то есть он очень много писал об этом, что мы должны обращаться к Аллаху. И не должны обращаться там, превращать могилы в место поклонений. Реза Фахраддин, рахимахуллах, если бы сегодня Реза Фахраддин был бы, он, наверное, первым ваххабитом стал бы, да? Для многих людей, для многих. Хотя мы их говорим, что это наши величайшие ученые, и что мы их наследники, да? Реза Фахраддин очень много писал об этом. Потому что вот те, кто пришел, может быть, со стран бывших СНГ, да, стран Советского Союза, тот же Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Вот я в некоторых республиках был, но тяжело найти старые мечети, где бы не было могил. В той же Турции вы увидите огромное количество могил. Может быть, вот я в Узбекистане видел очень много мечетей, где внутри мечети могилы. Поэтому у нас нет такого. И наши ученые, они очень много сделали для того, чтобы предотвратить это и не допустить этого. Поэтому, альхамдулилля, есть Аллах, и к Нему мы обращаемся. Но вот эти методы, про которые мы с вами говорили, это надо использовать, дорогие братья, потому что это есть истина. Идем дальше. Времена, когда принимаются дуа. Особенно благословенные моменты, часы и времена, когда Всевышний принимает наши дуа. Мы откроем сегодня эту тему, иншаллах, потом уже дальше будет продолжение. Мы с вами читали о том, как Всевышний побуждает нас, чтобы мы больше, чаще обращались к Нему с нашими проблемами, мольбами, просьбами.
И мы с вами читали о том, как Аллах обещал нам ответить на наши мольбы, услышать наши молитвы, да? И вот одно из этих побуждений, которые, субханаллах, являются причиной того, чтобы мы больше делали дуа, старались, это вот то, что Аллах выбрал некоторые часы, моменты, времена, когда наши дуа особенно принимаются. И мусульманин, который должен быть заинтересован, чтобы Аллах принимал его дуа, он должен обязательно знать эти времена и не упускать их. И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас, подсказывает нам вот об этих благословенных, где вот на самом деле бараката намного больше, чем в других временах, для дуа, моментах и часах. Первое. Но это самое благословенное время, лучше и благословеннее для дуа времени быть не может, это время сухура. То есть это время перед утренним наступлением времени утреннего намаза, которое является третьей частью ночи. Это третья часть ночи. Последняя часть ночи перед утренним намазом – это время сухура. И Всевышний сура Аль-Имран в 17 аяте говорит «Валь мустагфирина биль асхар». Описывая верующих, Аллах говорит, и те, которые делают истигфар, просят прощения у Аллаха, когда биль асхар, перед рассветом, во время сухура. Делают истигфар во время сухура. Аль-Имран, 17 аят. Сурату Зарият, 17-18 аяты. «Кану калилян минан лейли ма яхджаун». То есть они спали малую часть ночи. «Вабиль асхари хум ястагфирун». И во время сухура они просили у Аллаха прощения. То есть вот эти праведные рабы, про которых говорит Всевышний, Аллах говорит, что они спали малую часть ночи, и во время сухуров они просили у Аллаха прощения. И также в Сахих аль-Бухари и Муслим идет хадис мутаватир, то есть это наивысшая степень достоверных хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Янзилу раббуна табарака ва та'аля кулля лейлатин иля сама'i дунья, хайна ябqa thuluthу лейлил ахир». Каждую ночь, когда остается треть ночи, то есть это время сухура, наш Господь янзилю слово переводится как спускается, не спускается. Наш Господь иля сама'i дунья, то есть мирское небо. Слово янзилю, даже если переводится как спускается, конечно, мы не можем сравнить Аллаха с его творениями. Поэтому никто не имеет права воображать себе, как Господь Всевышний спускается, потому что небеса и земли, они не в состоянии охватить Аллаха. Так ведь? Также мы должны понимать, что сегодня, изучая уже географию, науку, мы знаем, что есть такой термин, есть такое правило местное время. Так ведь? Сейчас у нас наступил ночной намаз, где-то наступил зухр, где-то сейчас читают на этой земле утренний намаз. И поэтому сегодня наука нам подсказывает, что треть ночи, если взять 24 часа в сутки, треть ночи обязательно где-то сейчас уже настал. Так ведь? Поэтому кто-то может сказать, что Господь, Он всегда на нижнем небе. Поэтому ляйса камифлихи шей. Я предупреждаю всех, нет ничего подобного Ему. Поэтому те качества, которые присущи Аллаху, мы не имеем права сравнивать Его, воображать и сравнивать с качествами Его творений. Поэтому этот хадис
указывает на то и доказывает то, что Аллах близок к нам. Близок к нам. И это указывает на близость Аллаха. И он говорит, и Всевышний говорит, когда наступает треть ночи, «Мен яд'уни», кто взывает ко мне, кто зовет меня, «Фа астаджибу лаху», я отвечу ему. Кто делает мне дуа, обращается ко мне, я ему отвечу. «Мен яс'алюни», кто просит у меня, «Фа а'ти», я ему дам. Я дам ему то, что он просит. «Ва мен ястагфируни, фа агфиру лаху». И кто просит у меня прощения, я прощу его. Я прощу ему грехи. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. И, дорогие братья, этот хадис указывает на достоинство этого времени. Последняя треть ночи. Это самое благословенное время. Это самое лучшее время, когда сам Создатель небес и земли, Он обращается к кому? К нам. Он обращается к нам и говорит, нет ли тех, которые взывают ко мне? Я бы им ответил. Нет ли тех, которые просят у меня? То есть, неужели ни у кого нет никаких проблем? Может быть, кому-то денег не хватает? Может быть, кто-то в долгах? Может быть, кто-то чем-то хочет заняться, а у него не получается? А может быть, у кого-то жена болеет или дети? Аллах говорит, неужели нет таких, которые бы взывали ко мне, я бы им ответил. Ман яс'алюни, кто просит у меня, я ему дам. Я бы дал ему. Неужели нет грешников, которые хотели бы избавиться от грехов, хотели бы, чтобы я им простил? То есть Аллах, Он сам обращается к своим рабам, хотя мы с вами прекрасно знаем, Аллах ни в ком не нуждается, ни в ком, ни в чем Он не нуждается. Ему не нужно, чтобы кто-то из Его рабов ставил будильник или попросил кого-то, чтобы он его разбудил, оставил прохладу мягкой подушки, мягкого ложа, оставил любимую жену, пошел, взял тахарат, встал на намаз и попросил бы Аллаха что-то. Аллах в этом не нуждается. Аллах милостивый. Поэтому Он обращается к нам. Но мы с вами спим. Потому что, с одной стороны, если это самое благословенное, самое лучшее время для дуа, с другой стороны, может быть, это то время для самого сладкого, вкусного сна. Так ведь? То есть оставить ради него, даже есть хадисы, где, когда мусульманин оставляет ложе, оставляет свою жену, встает, берет тахарат и совершает тахаджуд, взывает к Аллаху, Аллах обращается к ангелам и говорит: посмотрите на моего раба. Я дал ему красивую жену, я дал ему прохладу ложа, а он все это оставил ради меня. Поэтому, конечно, это не всегда просто. Особенно в летнее время или там, вот когда утренний намаз уже совершается там, в 3 утра, да, в 4. Вот. Но Аллах обращается каждую ночь. Пророк ﷺ сказал, мы в это уверовали. Так ведь? Каждую ночь он обращается третью ночь и говорит: кто взывает ко мне? Я бы ему ответил. Кто просит у меня? Даже вот в этом есть мудрость. Потому что взывать к Аллаху и просить у него что-то, это может быть оказаться разными вещами. Но об этом, иншаллах, мы в последующих лекциях еще поговорим. Поэтому самое лучшее время для дуа, для истигфара, для того, чтобы попросить у Аллаха что-то, это треть ночи. И особенно эта треть ночи, она доступна будет когда? Месяц Рамадан. Вот месяц Рамадан. Вот ищите это время, берегите это время и используйте это время, чтобы взывать к Аллаху с мольбами, с истигфарами, чтобы Аллах Тааля
принял наши дуа. У нас остается буквально 3 минуты. Давайте следующий, иншаллах, успеем еще. Также одно из самых лучших времен и моментов часов для дуа – это час, который Аллах дает нам, когда? Яум аль-Джума, в день Джума. В сборниках имама аль-Бухари и Муслима приходит хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вспоминал день Джум'a, сказал следующие слова: «Фихи саа». В день Джум'a есть время, час, и любой мусульманин, раб-мусульманин, который встает и совершает намаз, и просит у Аллаха что-то, и если он настигнет этого часа, то есть если это его молитва, его дуа настигнет этого времени, илля атаху ия, Аллах обязательно даст ему то, что он просил. То есть его дуа обязательно примется. Но когда он сказал эти слова, он показал руками, что этот час, он очень маленький. То есть это время, оно очень маленькое. То есть поэтому надо что? Искать это время. Ученые написали 40 мнений. Это вот основные, примерно 40 мнений существует. Когда же это время? У всех есть свои далили. И здесь приводятся 2 из них, которые являются самыми более авторитетными. То есть на которые указывает большинство ученых. Первое. Это время, когда имам садится на минбар, то есть настало время Джум'a, он садится на минбар, и это время продолжается до того, как он заканчивает намаз, фарз намаз. То есть когда он дает салям, вот это время, это первый вариант. На это указывает хадис Абу Бурдат ибн Аби Муса аль-Аш'ари, что Абдулла ибн Умар сказал, спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть когда будет это время, да? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хия бейна ан яджлиса имаму иля ан тугдия саля». То есть это время, когда имам садится на минбар и совершается намаз. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Второе мнение: «Аннаха ба'даль аср иля гуруби шамс». Второе, тоже авторитетное мнение, это время, ученые говорят, наступает после намаза аль-аср и канды намаза до заката солнца. То есть получается, это последние часы Джума. И на это указывает хадис в сборниках имам Ахмада и ибн Маджа от Абдулла ибн Салям. Абдулла ибн Салям, радийаллаху анху, подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который сидел на своем месте, и сказал: мы находим в книге Аллаха, то есть тогда еще у него Таурат был, да, в Таурате, что в пятницу в Джум'a есть час, любой раб, мусульманин, верующий, который встает в это время, совершает намаз и просит у Аллаха что-то, и если он поймает вот это время, Аллах обязательно выполнит его просьбу. То есть он это привел в Таурате. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал некоторый час. То есть он указал, что это истина, что это правильно. И когда у него спросили, а какое это время, именно какое, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хия ахиру саатин мин саатин нахар». Это последний час часов дня. То есть это последние часы дня Яум аль-Джум'a. То есть получается после асра до заката солнца. Поэтому вот это второе авторитетное мнение. Кто-то говорит, что вот второе мнение может быть даже более авторитетнее. Поэтому, дорогие братья, есть 40 мнений, да, из 40 мнений мы с вами посмотрели 2. Вот поэтому, да, давайте сегодня завершим. И у нас, давайте до Рамадана пока нажмем на паузу. У нас, потому что последняя неделя уже, 1 числа мы собираемся на таравих, и у нас, иншаллах, по планам, каждый день
за полчаса, ну решим, за 40 минут может быть, до таравиха, до ясту намаза ночного, у нас каждый день будут лекции. Каждый день. Будут разные, не каждый день я буду, не переживайте. Да, поэтому каждый день у нас будет возможность, иншаллах, собраться за 30 минут, за 40 минут до наступления праздника. Каждый день будут лекции, иншаллах. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла иляха илля астагфирука.